Тут у меня полным ходом идет готовка. Сейчас, короче, с этой дичи, с внутренности, у глухаря и у рябчиков слил воду, а там остались только вот все вкусное мясо. Вот. На соль надо проверить еще. Отделил воду. Чуть-чуть. Немножко можно и досолить. Вот. В общем, сюда я добавляю лук. Сегодня решил, в общем, сделать из дичи плов. Плов по, как сказать, по охотничьи. Добавил лук и добавлю морковь. Также добавлю рис. Потом посмотрим, что получится. В принципе, думаю, будет вкусно. Всегда вкусно, когда хочется есть. Я вот сейчас... Ну, на улице уже все. Вот видите, час, разница час. И все резко изменилось. Хорошо, что я успел. Знаете, вот с утра я сегодня так нормально, быстренько шел. Потом, где думал, что есть птица, я начал потише идти. И где-то останавливался, где-то еще что-то там. И когда уже по навигатору шел, до просеки, тоже как бы быстренько шел. Здесь уже последние, ну, с охоты на рябчика, там тоже как бы уже не мешкал. Не отвлекался на манок, там, на рябчика. Вот еще лук. Ой, этот добавил. Морковь. Вот такая фигня. Перемешиваем. И на скидку, конечно, надо промыть. Желательно, всегда я промываю дома, когда плов готовлю, промываю и как же этот там, промываю, чтобы муть ушла, потому что когда не промываешь, она получается и липнет, но здесь все по-другому. И вот тут, не знаю, видно, не видно, примерно навскидку. Думаю, хватит. Потом много будет. Еще чуть-чуть. Все, хватит. А то останется и потом выкидывать то не хочется. Вот. В принципе, даже воды не надо добавлять. Поэтому я воду слил. Если что, надо добавить. Ну вот когда жарите, вот дома я жарю мясо, потом лук, морковь туда, и рис добавляешь, и сверху где-то на сантиметр, полтора, выше, чтобы... Ну нафиг, хватит. Это ведь набухнет еще. Это кажется, что мало. И в принципе 40 минут. Вот отсюда воду, наверное, попробую. Да, надо посолить. У меня на плите, там на печке еще жарится рыба. Рыба еще жарится. Я сейчас доел, там 4 штуки оставалось вчерашнее. Все, хватит. Ну все, ребят, сейчас я на медленный огонь его положу и будет там томиться там. Да, воду не надо добавлять. Чуть-чуть можно. Горячий. Хрен возьмешь. Ну, в общем,
по мере необходимости я еще добавлю воду во время готовки. А сейчас пока ставим. Можно, знаете, вот с хлебом просто эту воду съесть. Он очень питательный, очень вкусный. И я не знаю, вот вы просто можете наесться этой воды. Он бульон такой, знаете, вот очень вкусный. Из внутренности. Обалденно. Я люблю, вот это мое. Такой суп вот сюда положить картошку, и вам будет вкусный суп. Хоть с хлебом вот. Или накрошить хлеб и все. Я говорю, это, ну, обожаю. По-настоящему. Вот это настоящее. Ладно, сейчас я на плиту, на печку поставлю. Пусть томится. Да, с электричеством, конечно, у Олега всегда беда. Ну вот и все. Короче, ровно 40 минут. Для риса вполне достаточно, если хотите готовить плов. Ну, типа плова. Это не узбекский плов настоящий, а тоже как бы получился очень хороший. Вот такой вот. Почти рассыпчатый. Ну, у меня много воды было. Если меньше добавить, вот смотрите. Ой-ой-ой, как красиво. Как вкусно выглядит. Очень много получилось. Все, буду есть. И вообще, то, что я в тарелку показывал воды, там бульон слил, я пол тарелки просто вот с хлебом съел. И чуть-чуть пересолил, конечно. Чуть-чуть. И вторую половину я добавил в котелок. Потому что то, что было воды, там мало оказалось. Потом я слил это все. И вот результат очень вкусный. Вот желудок у рябчика. Тает. Просто тает. Вот еще, пожалуйста. С вчерашнего вечера вот я кипятил всю ночь, он на плите было. И он такой мягкий стал, вообще класс. Кроме этого еще рыбу пожарил. Так что сегодня я отужинаю, и на завтра еще перед выездом, так сказать, еды достаточно. С утра поброжу немножко, аппетит, чтобы разыграть, и плотно поесть, и уже собраться, все убрать, и газку к мотособаке, и поехать. Надеюсь, мост доделали. Если не доделали, это будет очень нехорошо. Надеюсь, все хорошо там доделали, и переход есть. Если переход будет, то, думаю, нормально все будет. Вот. Все, что было сегодня, я вам показал, рассказал. Много ходил. Очень много ходил сегодня тоже. Но я не знаю, сколько километров. До 20 примерно. Может 15, может 16, я не знаю. Но до 20 километров как-то вот получилось. Если так, 5, 6, 7, 8 часов пути. Оттуда минус час на все болтовню, на все подходы, на поиски. Ну, где-то 1,5 часа у меня ушло. Вот
5, 6, 6,5 часов. 6,5. И час примерно я 3 километра я прошел. В среднем 3 километра. Больше по тайге не пройдешь. Но 3 километра я прошел. 6 на 3 это получается примерно 18 километров. Это среднее. 18 я сегодня вот прошел. С таким расчетом, подсчетом. Вот. Ну и в остальном все. Давайте до завтра. Завтра заключительный день этого похода. И уже как сможем, снова приедем, придем. Посмотрим, как будет, как жизнь пойдет. Ладно, все, давайте. Я ем. До завтра. Снежок небольшой. Но все тает. Плюсовая. +1. Всем привет, ребят. Очередное утро. Сейчас поставим чайник. Печку затопил уже. Ну как затопил? Там пол полена еще. Ночные дрова остались. Такие дела, вон дым шпарит. Интереснее. Каждым днем все интереснее, интереснее становится в лесу. О, как шпарит. Ночью вообще не вставал. Вообще. Вечером, вот когда лег, где-то после 7, наверное, вечером. И все. Подкидывал дрова. Дверь открыта была всю ночь. Только к утру я закрыл и все. Вот так вот я вам покажу. Вот всю ночь так щель такая. Утром только вот так прикрыл. И все. Всегда так. И мне мне не холодно. Тепло. Комфортно. Вчера рис ел. Осталось еще дофига. Зимняя сказка начинается. Смотрите, как красиво. Тут небольшое поле, березовая роща. Каждый год поздней осенью прихожу сюда в надежде увидеть и добыть здесь косачей. Но опять не повезло, их нету. Весной, когда уже охота закрыта, вот я вам снимал как-то на рыбалке. Ой, как красиво, когда они тут сидят на березах. Немножко уже подмораживает. Вот смотрите, не тает снег. Давайте сходим еще к реке. И обратно пойду. Стараюсь приманить рябчиков, но вообще нету их. Что-то молчат. В прошлом году то же самое. Перед выездом сюда я пришел. Как увидел речку, я в шоке. Речка во льду вся была. Поздней осень воды вообще мало. Практически нет воды. Ладно, зимой потом будем здесь ходить, искать, добывать. Изредка может рыбалка, но я вообще зимнюю рыбалку на этой реке летовой осенью даже в этом году не клевала. Зимой тут вообще ничего нету. Дятел где-то стучит. Вот такие дела. Ладно. Вон там мне по пути
Свистнул рябчик. Отлично. Короче, свищу, иду. Один откликается, но очень далеко. И думаю, за рекой даже. А включился, ребят, чтобы рассказать одну историю с этих мест. Видите, с какими большими деревьями. Дело было тоже, наверное, уже снег лежал. Короче, шел я и иду, и вдруг над головой прям спорхнул рябчик. Я голову поднял на дерево, посмотреть, там елка была. И выше, наверху, рябчик взлетел, а метра два ниже, там сидела куница. Он тоже как бы на шорох, мой шорох, на рябчика, тоже начал двигаться. И я его заметил. Вот так я добыл эту куницу. Вот случайно. Вот ты идешь. Мы ведь не знаем, что творится наверху, на деревьях. Без нужды мы туда не рассматриваем, а они на нас смотрят. И сверху, и снизу, и сбоку, и везде, звери и птицы. Мы идем своей дорогой, и они тоже как бы живут своей жизнью. Вот в этом году случайно тоже я шел, и если бы не шорох, из-под ногтей кора, там шорох я услышал, куницы, и вот удалось добыть. Здесь удалось добыть тоже вот рябчик предал эту куницу. И думаю, куница охотилась на рябчика. Может, как-то они тоже рябчики какое-то время они засыпают, и нюх есть у куницы, чувствуют, где сидит птица. И они подходят так. И не надо жалеть куницу. Вообще, я думаю, не стоит их жалеть. Просто они вредители, как и лисы. Будь здоров, они, как сказать, гнезда у боровой птицы и у птиц любой ворошат там, режут все подряд, яйца и птенцов, и белок, и все подряд. Им питаться тоже каждый день надо. Вот я добыл одну куницу пока в этом сезоне, и, скажем, уже плюс, очень большой плюс, что выживут много птиц. Вот. Ну, рассказал, что здесь происходило. Может, когда-то рассказывал, может, еще буду рассказывать. Но сейчас вот иду здесь, вот именно по тому месту. Я помню все места, где что кого я добывал, и это на всю жизнь остается. Вдоль реки, на озерах и на реках, и где утку добывал, где в лед стрелял, все прекрасно помню. И так бывает. Иду и здесь я бухаря стрелял или еще там белку добывал. Всякое бывало. Но это в прошлом. Сейчас показываю настоящее, где что, как добываю. Так, ребят. В общем, забираю жерлицы. Да, вижу. Он висит. И второй где-то. Вот второй. Тот как будто не на месте. Что-то какой-то сдвиг, как будто там есть. Ладно, сейчас. Вот такая черпалка. Очень удобно. Потом лодку на берегу оставлю. Все. Хватит. Она зацепилась куда-то. Но живец-то не мертвый был.
Смотрите, уже снег не тает. Ну и на улице прохладно. Скоро уже все. Хана. Но она щука все так и подходила, может. Зацепилась. Зацеп. Да. Живец на месте. Короче, там тоже пусто, я смотрю. Вот и все. Все замерзает уже. Даже толкового подхода не было. Это я еще заберу. И тоже пусто, я смотрю. Вода чистая, прозрачная. Ну, начнешь ходить, муть тоже поднимается. В общем, пусто. А, здесь даже и рыбы нету. Так. Где мои 17 лет на большом горятном? Где мой черный пистолет на большом горятном? Кому? Остановка. Шпарал. Так. Отлично. Отлично. Ну все, изба. Давай, до новых встреч. До новых походов. Короче, отдыхали, жили. Все хорошо, тепло было, очень даже. Ну, догорают там угольки. Немножко дрова оставил на растопку. 2 чурки еще сырые. Все. Воду слил. Ничего не оставил. Огроменный рюкзак у меня. Взвесил больше 16 килограммов. Тащить на себе придется. Вот так. Все закрыл. Короче. Так оставляем. Вот здесь тоже мангал убран. Амбар закрыл. Баню тоже. Ну что сказать, ребят. Наверное, пришла пора сказать, что закрываю осенний сезон промысел. На боровую птицу. Вообще в этом году хорошо поохотился. И следующий поход уже будет у меня сюда, я имею в виду, уже если приеду, то в начале декабря, не раньше. Потому что ноябрь месяц еще будет там межсезонье, река встанет, не встанет, вода придет, не придет, там дожди еще будут. Такой прогноз, уже не первый год такой.
Так что до декабря еще не буду спешить настораживать капканы. Можно и сейчас уже насторожить, и он ткунится по первому снегу, может быстро и попадет, но он испортишь шкуру. Сегодня вот такой заснежено все, вроде прохладно, а через пару дней будут поливать дожди. Не хочу быть жадным, не хочу ущерб себе, свой труд надо ценить. Раз начал охотиться уже, чтобы все было как бы по-человечески. Насторожил капканы, будешь проверять там, и уже вдруг там не сможешь, там хочешь через неделю не получится, и в теплую погоду просто пушнина все сгниет. Да и лисы будут дергать. Тоже конкуренция здесь будет здорова. Медведи, лисы. Но медведь сейчас фиг с ним. Он берлога на лисы, мыши, они круглый год. Вот. Так что уже ждите походы зимние с этой избы. Надеюсь, все получится. Прошлую зиму не получилось, только весной я приезжал по насту. А сейчас мне надо идти несколько часов с тяжелым рюкзаком. Вот так. До трицикла пойду, а там уже поедем. Самое главное до трицикла дойти. И самое главное, чтобы мост доделали. Если моста нету, я не знаю, пешком придется дальше идти. Под елкой ночевать не стану. Сейчас время рано еще, но и тоже тянуть не стоит. Потому что под вопросом этот мост. Так, время 10 часов 38 минут. 4 часа темнеет. Все, не буду мешкать. Ладно, ребят, пойдем. Сейчас я одену рюкзак, ружье возьму. В принципе, вот так я оделся. Эту куртку вниз, а этот сайт Суконка, наверное, называется. Вот куртка от этой фирмы. Сукно там я брал, и вот это костюм. Ребят, водоотталкивающий какой-то материал. Прям вот брызнешь, и он отходит. Так что Суконка, наверное, или как это называется. Сукно про костюм продают. И такие вот, блин, костюмы. Реально, вот, по-настоящему хорошие. Вот продумано все. Шито, вот что сукно, что вот этот костюм. Офигеть, я просто офигеваю. Не то, что вот, скажем, оделся и так дернешь, и у тебя по швам пойдет. Нет, здесь все продумано как-то. Не знаю, мне нравится. Вот такие дела. Капец, блин. 30 килограмм. 30 килограмм, если понесешь 10-15 километров, мало вам не покажется. Диванные комментаторы, блин. Все вроде хорошо. Все, погнали. Надо идти. Ладно, давай, изба. До новых встреч. До новых походов. Все хорошо вроде. Ничего не забыл. Первый перекур. Короче, дошел до просеки. Сейчас уже буду идти по просеке. Не надо там смотреть куда-то, там зачесы, там тропинку свою искать. Шурую только. Здесь хорошая просека, очищенная. А включился, ребят, еще сказать. Вот я забыл возле избы, когда я говорил, записывал видео, озвучить то, что вот я, когда собирался, вещи собирал. Короче, за столом был. Брусничка еще есть. За столом я, в общем, чай пил и услышал лебедей. Я быстро выскочил на улицу и увидел штук 8 или 9, наверное. Полетели в юго-запад. Сочные. Так что вчера 2 раза их слышал. Сегодня
видел, наконец-то их увидел. Что-то осень прошло. Бывает, их много летят. Гусей, лебедей. Но у нас в нашу сторону, вот сюда не попали они. Верховье реки, основной реки, у села, которое течет. Там верховья, охотники охотятся. Они говорили, что пару дней там летели гуси. Но к нам сюда не попали. Маршрут меняют. Где-то они начнут лететь, и там летят. Вот это я хотел рассказать. Если ничего интересного не будет, я включаться не стану. Вот такая просека, вот видите. Вот, буду идти. Вон там, видите, как? Видно просека. Уже включусь возле трицикла. О! Да, нелегко, конечно. Так задумываюсь, на лодке или на трицикле. На лодке тяжело достается тоже. Как бы когда едешь, на лодке идешь. Но и на себе, если у вас хорошая охота, удачная, да и просто когда в избу идешь от трицикла с вещами, с едой, ну до 10 килограмм еще терпимо. 15, 16, 17, 20 это уже издевательство над собой. Дальние расстояния. Так что лучше потихоньку, помаленьку, целый день идти на лодке и уже довести груз. Осенью имею в виду. Если с рыбалкой там охота у вас. Просто другого варианта у меня нету. Других путей. Ближе, чтобы получилось. Может, когда-то и еще будут вырубать где-то в этой стороне лес. Может, какую-то дорогу сделают. Ближе будет. Сейчас пока так. Далековато ходить. Ну, налегке, да. Налегке, скажем, у вас до 10 килограмм. Без проблем. Терпимо. Вот. Ладно. Идем. Своя ноша не тянет. И даже приятно нести тяжелый рюкзак с добычей, чем пустой рюкзак. Ни с чем. Вот голову свесишь и идешь с пустым рюкзаком. Ничего не повезло. А в этой охоте мне неплохо так фартануло. Короче, я у трицикла уже переодел обувь и теплые штаны одену. Дождя нету, хорошо. Лучше тепло одеться, потому что когда едешь, немножко прохладно. О, ребят, эти болотные сапоги. Вот я сейчас одел эту пробку, так называемую. Ну, я не чувствую этих сапог. А болотные сапоги очень тяжелые. Вот подошва очень тяжелая. И не знаю. Вот к таким сапогам пришить голень. И думаю, 100 раз легче будет ходить. Прям вот я сейчас прям как будто 3 килограмма, наверное, общего веса там. Вообще комфортно сейчас стало ногам. И тепло. Намного теплее будет. Там у меня в мешке, это от подписчика мешок. Надеюсь, если смотрит подписчик мой, видит, что использую его мешок. Там богатая посылка была. Костюм и чего только мне не выслал. Не помню, к сожалению, вот им я. Не помню. Но все, привет вам большой. Вот. Ружье уже в чехле. И сейчас буду упаковываться. И поедем. Попробую
Пока оденусь. Отлично. Отлично. И штаны. Груженным сел. Надо что-то подложить было. Сейчас проскочим. Легко. Под ранок, ребят. Надо добыть.
Или иначе он улетит он. Там чел. Все. Ну вот, ребята, косач. Короче, ехал по дороге, и косачи поднялись, потом сели. Вот. В общем, кто куда разлетелась, птицы, а один остался, этот, любопытный. Короче, примерно 110 метров было, до 120 метров. Я даже на несколько сантиметров выше птицы прицелился и выстрелил. Подошел сперва. Вот. Ну вот попал. Пойду к трициклу. Спонтанно так все получилось. Удачненько. Давно косача не добывал. Очень давно. Ну, удачно. И самое главное, нашел. Попал на него. Вот это косач. Вот. Отец вчерашнего глухаря. Побоялся даже, что улетит. Пришлось второй раз выстрелить. Вот так вот. Ух, хорошо. Надо к трициклу идти. Вот так вот. Где не ожидаешь, там и встретишь птиц. О. А вон он, трицикл. Вот тут где-то и сидели они. То залетели вон туда, некоторые вон туда, там сразу улетели. И отсюда не успел подойти. Он там подходил, там один на верхушке дерева сидел. Ну, примерно 200 метров подходил к нему. Короче, все вещи раскиданы. Ехал, заднее колесо вот в эту яму попало, и я лег на бок. Вот такие дела. Ничего не смог сделать, просто быстро все, бух, и получилось, и все в лужу. Вот, не до съемок было, сейчас выгрузился. Как сказать, оттуда все убрал. Вот такие дела, так что первая такая. Фух. Ну хоть ничего страшного, ничего не сломалось, все хорошо. Что тут может сломаться? Вездеход. Но не надо забывать, что он тоже может лечь на бок. Или перегруз в одном месте, там много груза стало, или я не знаю. Равномерно надо загружаться. Вот такие дела. Едем дальше. Сейчас никто не ездил после меня, я как смотрю. Вот мои следы. Здесь я проехал. Почему-то я там начал ехать, и так получилось. Ай, фиг с ним. Получилось и получилось. И ружье, и все, короче. Шляпень.
Мост готов. Даже не все столбы поменяли. Так себе тяп-ляп сделали. Поперечина это тоже старая, там тоже старая. Ну, времянку сделали и все. Год прослужит и... Понятно. Ладно, сейчас буду заправляться и дальше в путь. Тишина. Там делянка была, работали, когда я поднимался, уже все. Уехали. Быстро они делают все, очень быстро. Угу. Не знаю, сколько прослужит этот мост. Будем смотреть. Если будет этот мост, возможно, я еще буду ездить на трицикле. Не будет моста, все. Хрен проедешь. Тормозов нету. Ой, штаны все сырые. На трицикле нету тормозов. Сейчас схожу, кручу, пусть остынет немножко двигатель. Там, в общем, ехал по грунтовке, песок. И прям чувствуется тяжело двигателю. Чувствуется. И, как сказать, в некоторых местах там лесовозы накатали, и там колея получилась. И вот чуть-чуть не влезает этот трицикл. Одно колесо по бугру, в общем, ехало. Вот. Ну что сказать, ребят, да на этом, наверное, я буду заканчивать. В принципе, после того, как на мосту я включался, вам больше ничего интересного не было. Ехал однотонно и все, и дальше мне ехать и ехать. Вот. Вот ручей. Там крутой спуск, у меня тормозов нету. Хорошо, что вода не такая большая. И хорошо, что я в ту яму не попал. Здесь проехал вот так. Вот такие дела. И фильм буду заканчивать. Ждите новые сериалы, новые фильмы с ночевкой. Сейчас, наверное, у меня в основном фильмы пойдут с первой избы. Снег выпадет, уже будут охоты на косачей, если птица будет. Может, еще пару раз выйду на рябчиков с новым манком. Надеюсь, он пришел в вазоне, который заказал. И подписывайтесь, кто не подписан. Следите за обновлением, что как будет. Мне вот такое путешествие на трицикле такое получается. Хороший такой поход получился. Удачный. И трицикл тоже как бы свое дело делает. В одном месте-то я только на бок ляг. Из-за своей ошибки там тоже. Вот, ну,
как сказать, не рассчитал. На ошибках учатся. Вот. А в остальном, в принципе, как-нибудь отдельный обзор сделаю. Все от и до расскажу. Плюсы, минусы про эту технику. Изготовитель Снежный регион. Город Киров. В общем, хорошие ребята там работают. Толковые техники делают. Уже получается вторая техника, которую я купил оттуда. Это Альбатрос L8 и вот этот SR32 Life Pro с реверсом. Вот такие дела. Четырехтактный, блин, экономичный. Хороший двигатель. Нравится китайский. Вот. Ну все, давайте. До новых встреч, до новых видео. Подписывайтесь также в телеграм-канал и Будни Олега, так называемый второй мой канал Будни Олега. Там я выкладываю и рассказываю, что происходит в моей жизни, что нового там будет. В первых рядах там все выкладываю в телеграме и в Будни Олега в ютубе и в Дзене и везде. Вот. Все. Спасибо вам большое за ваши просмотры, за поддержку и за все хорошее. Ждите новые фильмы. А я сейчас скоро поеду дальше. Пока.